Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы. Ребята, сегодня мы заканчиваем раздел «Семья». Тема урока «Мудрая старость». Упражнение 186. Послушайте русскую народную сказку «Мудрый отец». Жил один крестьянин, у него был сын. Когда парень подрос и начал помогать по хозяйству, отец и говорит: «Гляжу на тебя и вижу, за все дела ты хорошо принимаешься. Скоро возмужаешь, доженишься и сам станешь хозяйничать. Вот и запомни мои слова. Живи так, чтобы в каждой деревне был у тебя свой дом. И пусть у тебя каждый день будут новые сапоги. И живи так, чтобы люди тебе кланялись. Тогда будешь хорошим хозяином». Удивился сын и спрашивает: «Разве могу я поставить в каждой деревне дом? И как можно покупать на каждый день новые сапоги? Да и как мне жить, чтобы люди мне кланялись?» Улыбнулся отец и вымолвил: «Мой совет легко исполнить. Захочешь в каждой деревне быть как дома, заведи в каждой деревне верного, надежного друга, и будет у тебя там свой дом. А чтобы каждый день были у тебя новые сапоги, надо с вечера хорошо вымыть и почистить свои сапоги. Вот и будут они на другой день как новые. Ну а чтобы люди тебе первому кланялись, вставай раньше всех. Выходи на работу первым. Тогда все, кто позже тебя выйдет, поздороваются с тобой, поклонятся тебе. Как видишь, в моем наказе нет ничего трудного». И вот, когда пришла пора, и сын сам стал вести хозяйство, он внял советом отца и жил хорошо. Ребята, обратите внимание на значение слов. Хозяйство – шаруашлык. Возмужаешь – станешь взрослым. Кланяться – приветствовать при встрече, делать поклон. Внял – құлақ салды. Наказ – өсиет, аманат. Задание. Первое. Найдите в тексте прилагательные с лексическим значением, имеющие большой ум, опыт. Это значит быть хорошим хозяином. Второе задание. Найдите в тексте глагол с лексическим значением «немного вырасти», «стать постарше». Здесь глагол «возмужаешь», «доженишься». Следующее. Какие слова в тексте соответствуют следующим переводам? Кеңес – это совет. Сенімді – верный, надежный. Кез – тогда. Таңғалу – удивился. Следующее задание. Подберите антонимы к словам молодой, начать, покупать, хорошо, новый, спрашивать, забывать, легко. Прочитаем антонимы к этим словам. Молодой – пожилой. Начать – закончить. Покупать – продавать. Хорошо – плохо. Новый – старый. Спрашивать – отвечать. Забывать – вспоминать. Легко – трудно. Молодцы. Следующее задание. Подберите синонимы к словам трудный, прийти, хороший, глядеть. Прочитаем слова-синонимы. Трудный, тяжелый. Прийти, приходить. Хороший, прекрасный. Глядеть, смотреть. Тема текста. Мудрый отец дает советы своему сыну. Основная мысль текста – надо уважать и ценить старших, потому что их опыт и советы пригодятся молодым. Стиль текста разговорный, тип текста – текст повествования.
Сказка учит нас уважать и любить своих родителей, бабушек и дедушек. Надо всегда слушать, что советуют родители. Упражнение 187. Прочитаем текст «Седые волосы». 2 недели маленькая Олеся тяжело болела. Каждую минуту она могла умереть. Мама не отходила от ее постели. Когда опасность миновала и Олесе стало легче, мама легла рядом с дочкой и заснула. Проснулась мама, а Олеся спрашивает ее: «Мама, почему в твоих косах появились серебряные волосики?» «Горе посеребрило», — ответила мама. «Мамочка, какую же тебе радость принести, чтобы не стало серебряных волосиков?» Определите стиль текста. Это разговорный стиль. Видите многозначное прилагательное. Выпишите его в составе словосочетания. Многозначные прилагательные серебряные. Выписываем словосочетание «серебряные волосики». Это прилагательное употреблено в переносном значении. Яғни ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Упражнение 189. Прочитайте. Определите тип текста. Обоснуйте свой ответ. Найдите в тексте предложение, в котором выражена основная мысль, и запишите его. Что вы дарите? Люди привыкли делиться своей радостью с близкими. Следуя прекрасной традиции, они дарят друг другу подарки. Подарок служит выражением любви, дружбы, добрых чувств. Должен ли подарок быть полезным, дорогим предметом? Все это не обязательно, но подарок должен свидетельствовать о том, что человек, выбирая его, думал о вкусе и желании того, кому он предназначен, и вложил в выбор свой собственный вкус, свое отношение. Ценность подарка выражается не стоимостью, и не случайно мы считаем самыми дорогими те подарки, которые созданы специально для нас и которые не могут быть ни проданы, ни куплены. Это текст рассуждения. Основная мысль текста выражена в предложении. Ценность подарка выражается не стоимостью, и не случайно мы считаем самыми дорогими те подарки, которые созданы специально для нас и которые не могут быть ни проданы, ни куплены. Молодцы, ребята! Упражнение 190. Литературный диктант. Первое. В тексте, что вы дарите, рассказывается о подарках. Второе. Основную мысль текста можно сформулировать так. Подарок – это выражение любви, дружбы, добрых чувств. Третье. Ключевые слова этого текста – подарки, ценность, вкус, радость. Четвертое. Текст можно озаглавить так. Ценность подарка. Пятое. В этом тексте автор утверждает мысль о том, что подарок должен свидетельствовать о том, что человек, выбирая его, думал о вкусе и желании того, кому он предназначен. Укажите верные или неверные ответы. Первое. Живи так, чтобы в каждой деревне был у тебя свой дом. Ответ верный. Второе. И пусть у тебя каждый день будут новые сапоги. Ответ верный. Третье. И живи так, чтобы люди тебе кланялись. Ответ верный. Четвертое. Время идет. Молодое старится, старое растет. Ответ неверный. Пятое. Не обязательно, чтобы подарок был полезным, дорогим предметом. Ответ верный. Упражнение 191. Составляем синквейн к слову «подарок». Вы знаете, синквейн состоит из 5 строк. Первая строка – подарок. Вторая строка – приятный, дорогой.
Третья строка – подарить, принести, купить. Четвертая строка – на день рождения дарят подарки. Пятая строка – сюрприз. Ребята, спасибо вам за урок. До следующей встречи.